Все говорили, чё, о чем ты, курак, кому он нужен? Это же так скучно, это же только бабушки, только в селах шьют. Когда мы собирали лоскутки, это были либо черные, либо белые. И когда я шила эту работу, то есть я ее шила, потому что было очень много этих лоскутков, и этим самым оно мне навеяло то, что и город наш становится черно-белым, потому что, чтобы машины могли ездить и пробок не было, вырубаются все деревья. Никогда в жизни я не думала, чтобы как-то с кураком буду там связана всю жизнь. Это было так, для развлечения мое. Я хотела стать дизайнером одежды, шить одежду. Где-то в 2014 году это уже начала как профессиональная деятельность. Почему она еще началась? Потому что когда я раньше шила курак, и все видели только то, что я буду делать тущоки, продавать на базаре. Мне такая перспектива совершенно как-то не улыбалась, и мне было это неинтересно. И я не знала, что мне со своим вот этим интересом и мастерством делать. На тот момент я разводилась. И причем разводилась я, потому что у меня тоже было домашнее насилие, поэтому я развелась, и это был ужасный стресс. Это были слезы, истерики, депрессия, за что, почему я, вот такие вопросы, да, ведь все же было хорошо, почему, да, что я сделала такого, да, за что меня там избили, например, да. Именно курак, он вытащил меня из этого состояния. Когда я резала, я всю ненависть, да, свою выражала, то есть истребляя эти ткани, да, нарезая их на мелкие кусочки, я выплескивала все. Потом я сидела, их сшивала, плакала. Когда я открыла курсы, я знаю, что потом многие мои ученицы говорили, что кто-то, например, узнал, что у нее онкологическое заболевание, у кого-то были тоже разводы, да, у кого-то были сложные ситуации, то есть у всех были разные ситуации, и все сказали, типа, ты даже не представляешь, как курак меня вытащил в этот момент. Через некоторое время, прошло время, мои же ученицы стали моими помощницами. И если у меня есть помощница, я могу взять уже 10 человек. Я точно знаю, что я каждому смогу уделить внимание. Когда я открыла школу, уже на тот момент я ездила по цехам и собирала ткани. То есть мои подруги, у которых были цеха, они уже зная, что я занимаюсь кураком, они откладывали мне какие-нибудь красивые лоскуточки. На тот момент и так денег не было, еще покупать ткани, это было немного проблематично. Хочу собрать все образцы, фотографии всех кураков, которые были когда-либо сделаны или которые сейчас есть в частных коллекциях музеев, чтобы в одной книге были собраны те уникальные изделия курака, которые, да, были. Вот, например, красная сердцевинка, она символизировала очаг, юрта, то есть это символизировало очаг, возле которого собирается вся семья, и это был огонь, это то, что пища, это тепло, это защита. А то, что черно-белые треугольники, это тоже это гармония, это равновесие, это баланс черного и белого, добро и зло, день, ночь, мужчина, женщина. Это тот баланс, к которому каждый человек осознанно, неосознанно, но стремится найти гармонию в себе. И каждый треугольник – это тумар, который считался как оберег. Раньше курак шился, потому что ткани было мало. По шелковому пути приходили ткани, и каждый лоскуточек бережно сохранялся и, например, дарился, это было как вау, да?
И на каких-то мероприятиях у кыргызов рвалась ткань на мелкие кусочки, и каждому по лоскуточку дарилось, чтобы он унес какую-то частичку этого хорошего мероприятия. То есть раньше он выполнял функцию сбережения того, что было. Сейчас курак шьется от переизбытка уже. То есть он теперь, у него другое назначение и другая функция. То есть теперь он перерабатывает то, что уже с избытком людьми было произведено. И он как санитар, да, так сказать, может быть, который все вот это перерабатывает в что-то красивое. Это из-под детского питания. Нифига себе. Которые остаются у мамочек, которые, если ребенок на искусственном вскармливании, скапливается огромное количество. И такая банка очень долго перерабатывается. Если она будет на свалке, то разлагаться она будет, не знаю сколько, тысяч лет. И я тоже показываю как вариант, что можно с ней сделать, обшить кураком. И очень прикольно использовать в быту. На самом деле это совершенно несложно. Все волшебство в том, что когда вы смотрите и думаете, боже, как это, мне там нервов не хватит, например, да? Но когда вы соприкасаетесь с этим, когда вы начинаете вникать, это оказывается волшебным образом, оказывается мега простым.